Разобрался с этими вещами. Короче, все вещи перетащил. О, новый кош сюда приволок. Вот такой. Он дешевый. Пластмассовый тоже. Или пластик. Не знаю, насколько он хрупкий. В мороз, если пользоваться. Так. Это у нас морковь. Так. Это ОЗК плащ. Всегда он нужен нам. Вот. Это в сырую погоду, если, может, попадем под дождь, когда будем, или в снег, когда будем ехать. Такие перчатки взял. Потому что, знаете, бывало такую погоду я возвращался. Шапка убитая уже все. Но раз привез, думаю, будем еще ходить в них. Так, ладно. Это портянки. И тут у нас еще для собак. Для собак крупа. Крупа получается перловку. Пишут, что перловкой вредно кормить собак на... Знаете, сколько лет я этим кормлю уже? Ничего с ними не случится. Они сытые, довольные. Сейчас я закину им перловку и каша будет. Так. Ладно, будем варить для собак. Вон, смотри. И Тулана хрен подпустит к избушке. Что за характер? Так, где же у меня газета-то? Вместо скатерти всегда чистые газеты так стелю. Потом, когда ты обедаешь, чай пьешь, там смотришь, читаешь по пути. Здесь много рекламы также. Так, ну что тут у нас? Яйцо, ну 7 штук я взял. Сырок это в пути, чтобы быстренько покушать. Вот здесь у нас, вот сейчас именно вот это я подогрею. Здесь, знаете, вот по-нашему это расфраёк. Не знаю, как по-другому еще. Обычно картошка с тушенкой, и крупно ты режешь картошку, и с тушенкой жидковатый, не сухой, а вот жидковатый, как густой суп получается. Вернее, густой суп. Ну, по нашему распроёбу. Тушенка, картошка, лук мелко накрошил. И туда можно еще по вкусу морковь. Но морковь я мало употребляю. В таких блюдах обычно в плов я их ложу. Но морковь тоже с собой взял. Да. Морковь. Думаю, еще вы увидите что-нибудь. Может, буду готовить из этого моркови. А сейчас я подогрею вот эту картошку и будем завтракать. Так. Ай, блядь. Ничего себе. Ого. Ну вот. В принципе, для собак еда готовится. Я их посадил на цепь, потому что под ногами путаются, блин. Все время надо ругать их. Нет, лучше пусть там. Будем выходить в тайгу, конечно же, отпущу. Набегаются еще. Заварил чай. Это еще у меня украинский подарок. Ну, с Украины отправили. Вот такой чай. Уже второй год я употребляю, пью. Никак не заканчивается.
И сейчас собака также хлеб дам, пока каша варится. И буду вот колбаса. Это тоже, ну, в основном тоже, как сказать, буду брать в походы, когда буду пешком ходить. Так, ну, остальное потом подниму. Так, ладно, сейчас где-то нож должен быть. Лучит там. Кушать хочет, думаю. Лучше перетерпеть пока. Что готовится там. И как вы заметили, я еще не подходил к печке. Потому что я печку сейчас... Первое, что я сейчас буду... Чем я буду занят, это, как обычно, с печкой. Сейчас я конкретно все там раскрою, там плиту возьму, там еще кирпичи сниму. Короче, проверю все дымоходы. Может, где-то засорилось, потому что тяга не очень так хорошая. И на новый раствор я все буду ставить. Этим я буду заниматься. Где-то примерно 1,5 часа, наверное, уйдет. Ну, может, чуть меньше. Вот. Ну и потом затоплю печку, буду обживаться. Сегодня самое главное мне возле избы там разбираться, вещи, как его, разложить по своим местам, печку отремонтировать, еду для себя сварить, для собак сварить. И на все это у меня и день уйдет. Может, еще куда-нибудь, если успею, схожу. А так возле избы буду крутиться. А завтра уже с утра, если дождя такого сильного не будет уже, да хоть и дождь будет, я завтра уже выйду в тайгу, будем бродить. Посмотрим. Завтра первый день, первая разведка будет у нас. И сейчас вот, когда я вещи перетаскивал, выше на пару километров я слышал выстрел. Кто-то выстрелил. Так, я сейчас по куску собакам дам, чтобы голод так перебить. Да так они не голодные. У них ноша легкая, я не раз уже говорил. Вот. Но, конечно же, накормить все равно надо. Хотел сухари еще привезти, но что-то пока хотел, и надо было. И эти сухари можно было оставить. Скажем, в следующий раз ты приедешь, налегке можно прийти-то есть пешком. Знаешь, уже сухари будут здесь. Не надо хлеб тащить. Вот. Ну, ладно, сейчас я собакам дам. Тут у нас костер горит. В принципе, о, закипает. Ну, чего вукаешь? Держи. Ой, да. Перекус небольшой для вас пока. Ну, как обычно, каждый раз, когда я приезжаю с собаками, одна и та же картина. Первоначально вот такой у них перекус. Вот. А там уже в ближайшее время уже для них варится каша. Я их плотно накормлю вечером, и чтобы до утра у них еще каша оставалась, навалом им приготовлю. Короче, и хочется много снимать, и тоже вот думаю, блин, если долго я здесь буду находиться, у меня карта памяти быстро летит там, ну, быстро наполняется. Угу. Уже нагрелась. Снимал, оказывается, у меня уже все вырубилось в холостую там. Дубль 2, в общем. Ой, разобрал я здесь плиту, ну, снял плиту, вот такой вид. Здесь, короче, огонь сюда поднимается, под плитой заходит сюда. Вот мне говорили, что между плитой и, как сказать, этим сводом очень широко потом и не варится, не закипает чайник. Смотрите, с пол кирпича высота. С пол кирпича. Это разве высоко? Это нормально. Ну и так, скосилось уже все тут, короче. Одним словом,
огонь сюда идет, туда заходит, потом в сторону направо идет, здесь поднимается вон тут, там тоже уже все забилось, наверное, и входит уже в трубу. Ну, примерно так. О, смотри, блядь, и там тоже кирпич шатается. Так, короче, ладно, сейчас я отремонтирую и поснимаю, что получится. Какой-то результат будет, нет там, что-то поменяется или нет. Все колодцы, все вот эти дымоходы я буду чистить. Ну что, ребят, я уже обратно собрал. Но самое главное, кто ищет проблему, проблема всегда находит его. Вот смотрите, что случилось у меня. Плита полностью у меня лопнула, отделилась друг от друга. Такая щель у нас огромная, очень огромная получилась. Везде. Здесь также щели. Короче, у меня пол ведра раствора было и не хватило. Сейчас еще разбавлю все это дело и дальше буду. Может быть, вот эту фигню сюда закрыть, эту щель этим, на раствор положить. Короче, дело не очень так. Ну ладно, будем из чего? Ремонтировать из того, что есть. А под рукам только этот кусок, только чугуна и все, больше ничего нету. Растопил печку. Вроде немножко подымела. Но как я смотрю, она... Да, дым пошел. Все нормально. Еще там немножко... О, загорелось. Все окей. Пока еще прохладно. Это горячо. Надо еще вот здесь пошаманить. Все, короче, этой печке хана скоро будет. Вон как все отходит, кирпичи. Ну, свое отстояли. И от сырости уже начали расслаиваться. Вот. Ну, это чистая глина. Конечно, для раствора надо с песком, с речным. Еще лучше, скажем, для штукатурки побольше песка. Ну, я на скорую руку так все. Там тоже видишь. Ну не, нормально, вроде как. Топится вроде. Короче, заделываю отверстие тут. Здесь вот такую баррикаду соорудил. Кусок плиты туда поставил на раствор и еще кирпичами обложил, чтобы знали, кто придет, что это был ремонт. Если для варки вот этот угол только осталось. Ну, по-другому никак. Все уже, печку эту надо поменять. Вроде все целое, нигде пока не дымит. Все в дыму, тайга в дыму. И печка фурычит. Нормально так. Медведи поймут, что они здесь тут не одни. Короче, перетащил. Вон там у меня поленница старая, позапрошлого года уже. Там еще штук 7, наверное, таких полена осталось. Я по возможности оттуда все использую. Здесь пока трогать не буду эти дрова. Чтобы там просто зря не гнили. Я сейчас раскалю и занесу в избушку. Накормил собак уже. Это, считай, я отсюда 2 миски уже как бы давал. Тулан вот съела, а Айда не хочет есть. И здесь еще, фу, блин, перебор, много этого перловки получилось. Ну и картошку туда добавил, это остатки, что вот я не съел. Все размешаю, там такое
вкус получится офигенный для них. Тулан не брезгает, все полностью съела, айда не хочет. Вот. Северный ветер. Чисто северо-восточный даже чуть-чуть. Он дует. Полный штиль был, а вот сейчас вот к вечеру начинает так лес немножко гудеть. Ну, я пока, как и говорил, занят своими бытовыми делами. На улице уже так себе. Ну, в избушке, скажу вам, если снимать не так светло, и сейчас я буду заряжать. О, собака лает. Выше охотники есть. Вот керосин привез. Вон, керосин. Соляркой можно, но он воняет слишком сильно и как бы коптит. Тула. Он едет. Айда сразу поняла. Тулан похрен ему. В будку залез. Лежит там. О, слышно, как лает. Это от соседней избы. Лай слышно. Оп. Чуть-чуть не влезла. Кто туда залез-то? Шмель. Оса-то есть, шмель, говорю, вон. Оса. Фитиль нормальный. Так что я от избы еще никуда не отходил. Все время чем-то был занят. Сейчас закончил с дровишками. Много заготовил. И березу там. Весь вечер еще буду топить. Просто у меня такая печка, блин. Сразу не нагревается изба. Ну вот, Аладдин готов. Сейчас с собаками побродили вот тут. Ну, тут тропинка на Буране, где я заезжаю сюда. До сырого места сходили. Ни одного взлета, ничего нету, ребят. Да, ну, я, в принципе, и ружье даже не брал. Просто сходили так, прогулялись. И все. Тишина. Сейчас сырые, блин. А это вообще.
Ну вот он я в темноте, в одиночестве на второй избе. В избушке очень жарко. Печка нагрелась. Все отлично, все четко. И знаете, вот я говорил, что на первой избе, как я обложил кирпичами, что-то вот какой-то вот выделение, какой-то запах. Вот сегодня я с глиной поработал, там немножко отремонтировал печку, и то же самое, тот же запах чувствуется. Я уже приготовил ужин. Здесь смотрите, какой бардак. Это все для съемки. Там лекарства у меня, здесь для съемки, здесь, ну, все. Кроме этого, тут у меня оптический прицел, патроны. Патроны я взял для карабина 60 штук и для мелкашки 150 штук. Но думаю, в этом году я мало что настреляю, потому что сейчас я побродил здесь немножко, там ничего, тишина. Даже камеру не включал. Все, там нечего было снимать. Вот. Ну, в этот раз я не показывал, что я привозил, ну, как я вынимал из рюкзаков. Тут у меня конфеты, барбариски, как сказать, подушечные, сгущенное молоко, вот такое, бутылка пол-литровая, пряники. Тут пряники, перец черный в горошках, я не знаю, ну, привез уже, сахарный песок, хлеб, лук, чеснок. В основном я взял чеснок. Ну, немножко там 3 головки лука еще. Вот. Здесь у нас семечки, если вдруг захочется, там пачковый суп, бич-пакет, чай. Вот сейчас я кашу варил, вот сухое молоко, ну, заменитель сухого цельного молока. В принципе, на вкус я попробовал. Знаете, я пачковое молоко покупаешь, то же самое, одинаково. Значит, пачковое молоко, это, думаю, там рядом коровы нету. Не было-то есть. Крупа, вот все от сыреет, вот смотри, сырости. Потому что в избе, ну, здесь сейчас сухо. Это обшивка сухо, но так, в общем, сырости. И может из-за того, что крупа там холодная, потом от этого сырость получилась. Ну, гречка. Здесь также гречка. Я думал, там только полпачки у меня в избушку, оказывается, целая пачка еще была. Ну и привез, пускай будет. Чай также. Вот. Здесь у нас сахарный песок еще привез. Опарыши. Знаете, черви. Я оставлял, когда картошку копали, там черви оставлял, думал, там на рыбалку пригодится. У меня замерзли, там на веранде были, и сейчас минусовые, хорошие заморозки были у нас, и все замерзло. Короче, пришлось выкинуть. 2 пачки соли с расчетом, что может быть, если буду активно рыбачить, там на 2 ведра вот эту соль. Патронтаж. Здесь картошка, вот 5-литровое ведро взял. 5-литровое ведро. Ну, здесь я выгрузил, наверное, тут, в принципе, ничего нету, только банка. Банка, чтобы чай кипятить. Вот так вот. Знаете, есть зрители, которые вот именно хотят посидеть, видеть там посиделки в избушке вот с этой лампой. И самому тоже как-то, знаете, бывает, хочется посидеть так. Вот керосин я заправил, керосин, но все равно запах идет от керосина. Там, ну знаете, вот под керосин, может, и солярку заливают там. Ну вот солярка, конечно, он желтоватого цвета, а этот-то белый, прозрачный-то есть, нормальный цвет. Вот. Ну, в коридоре еще из продуктов я привез консервы, тушенку, 3 банки, наверное, каша готовая уже, тоже, скажем, если в дальние, ну, не если, а в дальние походы, когда пойду, уже целыми днями, когда будем бродить там, чтобы подкрепиться, там, съесть эту
эти консервы. Колбаса, яйцо, сыр. Вот такие продукты у меня. Масло сливочное. Вот все в коридоре, там в холоде. Продукты навалом привез, но, знаете, вот, блин, честное слово, вот когда я ехал по тайге, вот по таежной речке, и бывает, едешь там, на каждом повороте рябчики, взлеты, переходы, там полный штиль сегодня, один рябчик. Сюда, вот, скажем, я приезжаю в избушку. Здесь эта избушка построена именно в том месте, где очень много рябчиков раньше было. Тишина, ни одного свиста нету. Что-то начало не очень. Завтра с разведкой схожу, посмотрю. Первые дни буду ходить с карабином. Спрашивали, какие оружия у меня. Там, как вы видели, в прошлых походах у меня двустволку видели. А сейчас привез я комбинированное оружие, 20-й калибр с мелкашкой и карабин. Конечно же, в будущем, с будущего года охота у меня в основном будет с комбинированным оружием. Потому что запреты пошли на карабины и будем охотиться с мелкашкой. А также карабин, конечно же, буду возить. Вот сейчас вот я приехал, и первые дни у меня разведка будет там сходить туда. И с карабином, конечно, пойду. Потому что посмотреть надо тайгу, что водится здесь. Кто-то есть, нету там. Медведи есть или нету. Ой. Бобры вот там были. Семейство, как и снимал раньше летом. И в прошлом году то же самое. Ну, я сегодня минимум старался поснимать, когда я ехал. А так, бобры там есть. На ужин сварил гречку. Буду ужинать сейчас. Время сейчас 5:30. 17 часов 30 минут. На улице без фонарика уже, но можно еще где-то полчаса, наверное, идти еще как-то можно. Ну да. По густой тайге уже еще ничего не видно. Так на небо посмотришь, там более-менее как-то чуть-чуть что-то между деревьев видать небо, а так уже внизу на земле темно. Осенние дни короткие. Вот так. Ну что еще сказать? Собаки накормлены, сытые, довольные, отдыхают. Набегались сегодня тоже. Тулан активно бегает туда-сюда, туда-сюда. Там еще сетку я закинул, 2 сетки. И ну, если попадется щука, думаю, вот сегодня я кашу сварил, если щука попадет, я завтра уже, может быть, буду варить уже уху. Мне хочется вот чисто ухи кушать, поесть. Вот. Ну, сейчас еще я буду собирать все нужные вещи на завтра. Это, чтобы не забыть, обязательно навигатор, нож, патроны, еду на целый день так. И повербанки там для съемки нужные. Камера, там 2 камеры может возьму. Я не знаю сколько там. Одну точно возьму, а конечно же экшн камера одна, а со зумом это другое. Если где-то на дереве кто-то сидит, конечно, со зум это интереснее показать. Ну посмотрим, это все завтра. Сегодня так основное приготовлю, а вот. Каша идеально получилась. Очень даже. Да.
Я люблю, чтобы жидкий был, но густеет. Первый раз такое сухое молоко взял. Ну, в принципе, не хуже молока. Сойдет. Мы уже привыкли сейчас. Пачковое молоко всегда берем. Раньше мы, когда корову держали, там жирное молоко мы пили, а сейчас. Короче, я буду заканчивать сегодняшний день. Буду ужинать и отдыхать. А встретимся уже завтра. Буду смотреть там, что делать. В какую сторону сходим. И посмотрим, что-то есть, нету в лесу. Если в тайге мало птицы, я, наверное, может быть, перейду на рыбалку. А первоначально буду бродить по тайге. Ну все, я ужинаю и отдыхать. Сейчас еще масло занести надо. Яйцо и нормально поужинать.